В республике стартовала акция по поддержке второго государственного языка. Инициатор проекта – моя коллега-репортер Татьяна Хатанзейская. По задумке, почтовая открытка на коми-языке начнет путешествовать по всем городам и районам и вернется обратно, откуда начала свой путь. В декабре своеобразный привет уже побывал в Прилузском районе, а сегодня ее дожидаются ижемцы. Идея постепенно приобретает сторонников, а ведь отправить национальную открытку может любой желающий. Елена Кононова о правилах необычной задумки. Точно такая же открытка с связанными мишками и гордой надписью «Я коми» 28 декабря пустилась из Сыктывкара в долгое путешествие по республике. Она должна облететь все районы и города. Идея такого внутрирегионального посткроссинга Татьяне Хатанзейской пришла после того, как она прочитала об аналогичной акции. Открытка одного из блогеров с белым медведем побывала не в одной стране и вернулась обратно к хозяину. Он пустил открытку одну путешествовать по миру. И что самое интересное, у него это получилось. Его открытка посетила где-то больше 15 стран. Он просил всех, кому приходит открытка, фотографировать, в какую страну пришла. И открытка вернулась домой. Я подумала, что раз уж мужчина попробовал по миру это сделать, почему я не смогу это попробовать сделать в нашей республике? Вот, отправила нашу коми-открытку. Она вышла из Сыктывкара и должна посетить 20 мест, так как у нас 20 городов и районов. В первую очередь путешественницу приняли в селе Мотница Прилузского района. Именно там в декабре на форуме финно-угорской молодежи «Фурор» инициатор акции Татьяна Хатанзейская защитила эту идею. И вот в группе проекта в соцсетях уже выложили первую фотографию с почтовым приветом. Кстати, получатели открытки выбирают с помощью жеребьевки из числа желающих принять участие в акции. Их количество постоянно растет, несмотря на то, что в проекте есть строгие требования. Такие требования, допустим, что обязательно открытку нужно отправлять в конверте с марками. Обязательно нужно следить, чтобы марки были правильно наклеены. Обязательно нужно внимательно писать адрес следующего участника и обязательно указать свой адрес, обратный. Бывают такие случаи, когда либо марок недостаточно, либо неправильно указан какой-то адрес или индекс, и открытку возвращают обратно человеку. Сегодня почтовая путешественница находится на пути в Ижемский район. Оттуда она отправится в Карткировский. Когда открытка облетит всю республику и вернется обратно в Сыктывкар, сказать трудно. Есть риск, что в дороге она может потеряться. На этот случай автор проекта готова отправить вдогонку еще одну, точно такую же открытку. Впрочем, Татьяна надеется, что этого не понадобится, и бумажная путешественница благополучно вернется домой. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган.